В эфире выпуск новостей, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В начале коротко о главных темах. Очередные смягчения и даже отмены ряда ограничительных мер, введенных в республике для недопущения распространения COVID-19. Новый месяц, новые правила. С сегодняшнего дня начинают действовать законы, которые коснулись и транспорта. Расскажем об этом подробнее. Сегодня Международный день гражданской обороны. В Устнере работники Государственной пожарной службы провели открытые уроки для школьников. Сегодня в Республиканском медиацентре встретился с журналистами сенатор Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов. Были затронуты 3 вопроса, в том числе специальная операция российских войск в Украине. Сенатор поделился своим мнением и ответил на вопросы журналистов. По словам Егора Борисова, то, что ведется сегодня в Украине, денацификация и демилитаризация – это в первую очередь борьба цивилизаций. Но с приходом Владимира Путина к власти все началось меняться. США в течение десятилетий по-разному пытается сдержать Россию, в том числе и расширением НАТО на восток, и при этом поддерживая националистов Украины. Недавно, 2 дня назад, китайские дипломаты прямо посчитали, последние десятилетия были локальные войны, только организованные Соединенными Штатами Америки. Их было 30. Поэтому Россия об этой войне не думает. Мы просто проведем порядок на Украине, чтобы себя обезопасить, спасти людей, которые там живут. Мы там будем повторять ту задачу, которая была в конце Великой Отечественной войны, когда была проведена денацификация в целом мире. Мы отказывались тогда и помогли планете избавиться от нацистской идеологии. И это выходки украинских националистов, она должна быть корня изъята. Вот что называется денацификация. И демилитаризация, потому что нам самим надо обезопасить. Это наш ближайший сосед, который не должен быть угрозой для страны. Последние дни многие общественные деятели, ученые, политики, простые граждане, выдающиеся спортсмены и ветераны спорта высказывают слова одобрения, поддержки и солидарности в адрес главы России Владимира Путина в связи со сложившейся ситуацией в Украине. То, что значит, вот сейчас беженцы идут, россияне встречают их очень добродушно, собираются, значит, эти материальные помощи, значит, да. Мы тоже приняли решение всемерно поддерживать и собирать материальную помощь, и приняли обращение жителям республики. Сегодня в Нюрбинском районе в дистанционном формате прошли отчеты об итогах деятельности органов государственной власти республики по итогам 2021 года. Рабочая группа правительства во главе с вице-премьером Михаилом Никифоровым на платформе Zoom встретилась с жителями Малыкайского куста, также Мархинского и Кюндядинского наслегов. С целью широкого охвата населения в наслегах были организованы онлайн-площадки. Активность населения можно расценить как высокую. Сельчане затронули важнейшие для района вопросы: строительство мостового перехода через речку Коначан, шлюз регуляторов, снижение тарифов Ростелекома, подготовительных работ к пожароопасному сезону, подключение частного сектора к централизованному отоплению и другие не менее важные вопросы. Нюрбинцы особо подчеркнули о необходимости бесперебойного обеспечения электроэнергией, так как прошлой зимой было несколько случаев, когда район оставался без электроэнергии. Но основная часть вопросов мы свели к одному. Основная – это обеспечение бесперебойным электричеством. Ставили вопросы газификации населенных пунктов Нюрбинского района, строительство, асфальтирование федеральной дороги Вилюй, строительство мостового перехода на реке Вилюй под селом Кюндядя. Вопросы ставили по малой авиации, ставили, что были полеты межпоселенческие.
Перейдем к эпидобстановке. За последние сутки в республике выявлено 912 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в Якутске 197, в Мегино-Кангаласском районе 65 случаев, в Нерюнгринском 57, в Вилюйском 47, в Верхневилюйском и Алданском 46. Еще в 25 районах зафиксировали от 40 до 3 инфицированных. Необходимо обратить внимание на снятие ряда ограничений, установленные указом главы. Основанием для снятия этих ограничений является прежде всего та санитарно-эпидемиологическая обстановка, которая характеризуется последние 3 недели в сравнении каждой из недель на территории республики. В связи с этим предлагается, указом главы республики устанавливается, что зрительные залы в театрах, кинотеатрах, домах культуры могут быть заполнены на 75%. Должны соблюдаться меры, также которые связаны с дистанцированием. В городе Якутске открываются фудкорты, аттракционы, детские игровые комнаты, также с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Между тем, ряд ограничительных мер, введенных в республике для недопущения распространения COVID-19, смягчили и отменили. При этом до 1 апреля продлевается режим повышенной готовности. Так, кинотеатры, театры и дома культуры могут работать с 70% заполнением зрительного зала при условии соблюдения мер социального дистанцирования. В Якутске открываются фудкорты, аттракционы и детские игровые комнаты. Снимаются ограничения и по времени работы предприятий общепита. Массовые мероприятия проводятся с заполняемостью до 75% помещения. Граждане допускаются с QR-кодами о вакцинации или с отрицательным результатом ПЦР-анализа. К другим темам. Новый месяц, новые правила. С сегодняшнего дня начинают действовать законы, и коснутся они недвижимости, трудовых отношений, оборота оружия и, конечно, транспорта. На этом пункте остановимся подробнее. Так, в первый весенний день водителям нужно знать об измененном порядке выдачи медсправок, ранее лишенным прав. Новшество и в автошколах. Теперь они должны направлять в ГИБДД заявление с количеством экзаменуемых, датой проведения экзаменов, а также перечислением категорий транспорта. Также автомобилистам нужно знать, что с 1 марта увеличат штрафы за отсутствие карты техосмотра до 2000 рублей для тех, кто обязан его проходить. А это транспорт для перевозки особо опасных грузов, пассажирских перевозок и служебные автомобили. Раньше эта сумма варьировалась от 500 до 800 рублей соответственно. Техосмотр не требуется на легковые автомобили, грузовые автомобили, которых масса не превышает 3,5 тонн, мототранспорт, прицепы. До 4 лет с года изготовления не требуется с даты выпуска, а также прицепы, мототранспортные средства, легковые автомобили. Техосмотр не требуется. Техосмотр обязателен в случае проведения процедуры внесения изменений в конструкции транспортного средства, независимо от года изготовления, и в случаях постановки на государственный учет, смена владельца, например, если прошло уже более 4 лет, техосмотр обязателен. 25 лет назад в Якутии была создана сеть президентских школ по инициативе первого президента республики Михаила Николаева. Намская улусная гимназия была включена в первую плеяду сети президентских школ. Это событие стало прорывным шагом для прогрессивного развития гимназии. Сегодня, не теряя своего темпа, образовательные учреждения делают упор на внедрение новых технологий в образовательную деятельность. Например, за последние 5 лет коллектив гимназии реализовал более 17 инновационных проектов. В рамках 25-летия сети президентских школ в гимназии организовываются мероприятия, фотовыставки, тематические классные часы и встречи с выпускниками. Самая главная установка была у Михаила Ефимовича – обязательное 100% поступление в высшее учебное заведение. Но я могу с радостью сказать, что действительно мы на протяжении почти 10 лет давали 100% поступление выпускников в вузы. Но Михаил Ефимович, конечно, на этом не был удовлетворен, он потребовал уже хотя бы 30-40% поступления в высшие учебные заведения Москвы, Питера, в более такие места, куда поступать сложнее. Мы также с этим более-менее справились, и это, конечно, дало большой толчок. У службы гражданской обороны нелегкая задача – это не только предотвращение и устранение последствий происшествий, но и проведение разъяснительной работы среди населения о том, как следует вести себя в той или иной ситуации.
Сегодня, 1 марта, в Международный день гражданской обороны, работники отряда государственной пожарной службы в Уснере провели занятия со школьниками, на которых побывали и наши коллеги. Ровно в 10:30 утра в Уснерской средней школе имени Героя России Игоря Хоменко раздался сигнал пожарной тревоги. Всем сотрудникам и посетителям срочно покинуть здание. Эвакуация детей проходила быстро, но без суеты и паники. Каждый знал, что нужно делать в данной ситуации. Пожарный расчет прибыл на место пожара через 4 минуты. Условный пожар, его очаг находился в одном из кабинетов первого этажа здания школы, был оперативно ликвидирован. И сегодня данное мероприятие прошло достаточно хорошем уровне. Дети и сотрудники были эвакуированы по сигналу пожарной сигнализации. На сегодня, пока погода еще до конца не установилась на улице, конечно, мы решили обойтись минимальными, скажем так, мероприятиями, но в дальнейшем у нас в весенний период это плановое, то есть она обязательно будет проводиться как раз в соответствии с требованием, то есть дети будут эвакуироваться каждый в своем направлении. Пожарно-тактические занятия являются основной формой проведения обучения с личным составом. Дополнительно было совмещено проведение практической тренировки по эвакуации персонала данного учебного заведения и детей. Всего эвакуировано 280 человек, из них 270 детей. Нормативное время все уложились. А во второй половине дня в школе прошел открытый урок для старшеклассников «Основы безопасности жизнедеятельности». Шикарно, прекрасно, удобно вообще. Продемонстрировали боевую одежду пожарного и противогаз. Они научились правильному одеванию противогаза, рассказали правила пожарной безопасности в быту. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Уснера. Сегодня в Амге состоялась первая выборная конференция Совета отцов Амгинского района. Наступивший год в районе объявлен годом отца, главной целью которого является укрепление института семьи и повышение значимости отцовства. На конференции поделились своим опытом Советы отцов Самарсунского, Имисского и Миндигинского наслега. Участники также внесли свои предложения в работе Совета отцов района. Избрали и утвердили председателя и членов Совета отцов. Также обсудили проект положения улусного конкурса «Лучший совет отцов» по итогам 2022 года. В течение года будут проводиться мероприятия. И в конце этого наш глава объявил вручить организации именно отцов наслега МТЗ-82 трактора. Это будет как приз. Ну и, естественно, главная цель – это воспитание наших мальчиков, нашего подрастающего поколения. На этом у нас все, но мы продолжим следить за новостями. Оставайтесь с нами.